Кавказ в то время походил на огромное лоскутное одеяло, сотканное из множества ханств, княжеств, султанатов. Был даже пашалык во главе с анапским пашой. Если с этими микрогосударствами русские научились кое-как управляться, то Чечня всегда оставалась для них неуязвимой. Она не была феодальной вотчиной. Она была вольным обществом. Вольным. И невозможно было усмирить холопов, подкупив их князя, потому что в Чечне не было князей, и не было холопов, и нельзя было увенчать пирамиду власти своим ставленникам, убив прежнего хана, потому что в Чечне не было хана, и не было пирамиды власти. Чечня с ее родовым строем, словно примитивный механизм, имела единственный рычаг управления — совет старейшин. Этим бы рычагом, да еще уметь бы манипулировать. Ермоловские генералы было взялись, и тут же свернули его в бараний рог. Генерал-лейтенант Лисаневич, командующий войсками Кавказской линии, генерал-майор Греков, первый комендант крепости Грозной. Летом 1825-го здесь, в селении Герзель-Аул, оба генерала были убиты во время встречи с советом старейшин. Их зарезал кинжалом чеченский мулла. Он не пожелал выслушивать, как два чужестранца в лицо называют почтенных старцев изменниками, сволочью и зверьем. В той встрече принимало участие 318 человек. Живым из Герзель-Аула не вышел